Что нужно детям для счастья? Ответ знают в 53-м детском саду Сыктывкара. Там открыли спортивно-игровую площадку для дошкольников. Первый товарищеский матч по флорболу уже проведен. Новый инвентарь прошел боевое крещение. Как помогает народный бюджет в организации детского досуга, расскажет Александра Головина. Срывая горло, поддерживать своих фаворитов на жаркой спортивной схватке умеют не только взрослые. Большое игровое поле, спортивный инвентарь, баскетбольные корзины, футбольные ворота. В 53-м детском саду Сыктывкара открылась новая площадка. Источники финансирования – народный бюджет, родительские средства и помощь частных лиц. Всего 2 миллиона рублей. У нас очень дорогие были землеустроительные работы. И вот благодаря Василию Ивановичу, это наш подрядчик, кто занимался, он помог удешевить проект. Видите, пандемия, сейчас в залах возможностей нет проводить. И теперь мы будем на свежем воздухе заниматься спортом больше. Тут и раньше проходили лыжные соревнования по бегу, но возможности были ограничены. Далеко не все виды спорта были доступны для активных малышей. Теперь все переживания в прошлом. Получилось достаточно большая, просторная, красивая игровая площадка спортивная. Баскетбол, волейбол. Здесь натягивается сетка посередине. Можно заниматься теннисом, волейболом детским, а также бадминтоном. Строители сперва подготовили грунт, затем забили сваи, установили площадку. Освещение удалось все сделать в кратчайшие сроки. За июль-август управление дошкольного образования не волновалось. С подрядчиком сотрудничают уже 15 лет. Наш сад и так был хорош, красив, замечателен, а сейчас он стал еще лучше, спортивнее. И спасибо большое, что наших воспитанников, наших детей приобщают к спорту. Это замечательно. Поэтому спортивные площадки, спортивные подарки. Новые мячи от родителей однозначно не запылятся. Резвиться на только что открывшейся спортивно-игровой площадке будут дети не только этого учреждения, но и дошкольных соседних. Межсадовые соревнования здесь уже давняя традиция. Не бойтесь, идите бороться! Александра Головина, Анна Зубарева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.